Никто не может избежать гнета оккупационного Китая в Восточном Туркестане. Последним примером этого является случай с уйгурским предпринимателем Абдулхабиром Мохаммедом, которого китайцы представляли как образец для подражания, а в итоге приговорили к 15 годам тюремного заключения. Молодой уйгурский предприниматель в течение многих лет упоминался в китайских СМИ как образец для уйгурской молодежи. Чисто выбритый, стильно одетый молодой человек, вернувшийся в Китай после получения степени МБА в США, где начал свой образовательный консалтинговый бизнес. В июне 2014 года государственная газета Global Times опубликовала статью об Абдулхабире Мохаммеде с фотографией, на которой он изображен улыбающимся в темном костюме и галстуке с комментарием: вместо того, чтобы остаться за границей, он решил, что лучшее место для его начала карьеры в Пекине. Но в середине 2022 года власти арестовали 33-летнего Абдулхабира, владеющего английским, китайским, арабским, турецким и уйгурским языками, по обвинению в религиозном экстремизме и национальном сепаратизме. Согласно источникам, предоставленным радио «Свободная Азия», позже в том же году он был приговорен к 15 годам тюремного заключения в Восточном Туркестане. Президент Эрдоган и президент США Байден в своих выступлениях на Генеральной Ассамблее ООН упомянули уйгуров. Говоря об уйгурских турках, угнетаемых Китаем, президент Эрдоган сказал: «Мы подчеркиваем при каждой возможности, что уважаем территориальную целостность и суверенитет Китая. Кроме того, мы продолжим выражать нашу озабоченность по поводу защиты прав и свободы уйгурских турок, с которыми нас связывают прочные исторические и гуманитарные связи, и держать их в повестке дня». Говоря о жестоком обращении Китая с уйгурскими мусульманами в Синьцзяне, Байден сказал: «Мы не можем игнорировать доступ к правам человека, будь то в Синьцзяне, Тегеране, Дарфуре или где-либо еще». В Нью-Йорке состоялся первый саммит глав государств Центральной Азии и США в формате C5+1, в котором приняли участие главы государств Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и США. В саммите, организованном президентом США Джо Байденом, приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Имомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Министры иностранных дел Японии и США сошлись во мнении о необходимости стабильности в Тайваньском проливе, где Китай усиливает свое влияние. Министр иностранных дел Японии Камикава Йоко встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Камикава и Блинкен сошлись во мнении о необходимости стабильности в регионе Тайваньского пролива, где Китай усиливает свое влияние. Президент Сирии Башар Асад посетит Китай с официальным визитом впервые с начала гражданской войны в Сирии. Сообщается, что Асад возглавит делегацию высокого уровня во время сегодняшнего визита. В заявлении сирийского президента говорится, что визит состоялся по официальной просьбе председателя КНР Си Цзиньпина и будет включать в себя ряд встреч и мероприятий, организованных Асадом и Си Цзиньпином в Пекине и Ханчжоу.